Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. К Международному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, в регионе проходит неделя профилактики заболеваний печени. Поговорим о профилактике гепатитов с гостьей студии Еленой Кротовой, заведующей поликлиническим отделением Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, врачом-инфекционистом. Елена Михайловна, здравствуйте. Доброе утро, Надежда. Доброе утро, телезрители. Проблема вирусных гепатитов все еще по-прежнему крайне актуальная. Какие болезни печени, помимо гепатитов, сегодня распространены? Да, конечно, наиболее частой причиной воспаления печеночной клетки являются различные вирусы. Но в последние годы мы стали часто сталкиваться с такой проблемой, как жировой гепатоз. Мы стали неправильно питаться, стали потреблять большое количество углеводов, жиров, стали вести малоподвижный образ жизни. И тем самым в организме происходят обменные изменения. И помимо общего ожирения у нас начинается так называемое висцеральное ожирение, когда печеночная ткань замещается на жировую ткань. И возникает воспалительный процесс в печени, тоже так называемый стеатогепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, которая требует отдельных подходов и требует лечения. Также, помимо гепатитов, выделяют отдельные нозологии, как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома, или по-простому печеночно-клеточный рак. Эти заболевания могут быть как самостоятельными единицами, но и могут быть исходом, следствием длительного течения хронических вирусных гепатитов. Также к заболеваниям печени можно отнести заболевания желчевыводящей системы. Это холециститы, холангиты, холестероз желчного пузыря, желчекаменная болезнь. А если мы говорим с вами о гепатитах, потому что они же по сути своей разные болезни, они по-своему протекают, и каждому из них причисляют даже значение в буквенном формате. Вот сколько видов вирусных гепатитов насчитывается на сегодняшний день, и какой из них самый опасный? Да, абсолютно верно. На сегодня исчисляется около 8 видов гепатитов, и они делятся по буквенной аббревиатуре, и также делятся на две большие группы по путям передачи. Это энтеральные гепатиты и параэнтеральные гепатиты. К энтеральным гепатитам относятся гепатиты А и Е. Они передаются посредством употребления сырой воды, через грязные руки, контаминированных продуктов каких-то. Чаще всего это острый процесс. Пациент желтеет, но достаточно быстро выздоравливает, и ситуация заканчивается хорошим пожизненным иммунитетом. Чего не скажешь об гепатитах, которые передаются парентеральным путем. Это кровоконтактные пути передачи. И вот эти гепатиты В, С и дельта, они вызывают хронический процесс. И, к сожалению, если их не лечить, они могут перейти как раз-таки в стадию цирроза и в стадию печеночно-клеточного рака. Давайте тогда поговорим с вами о гепатитах В и С. Какие симптомы характерны? Чаще всего иммунная система не замечает их проникновения, и очень часто течение бывает абсолютно бессимптомное. Пациент может не подозревать, что он инфицировался, что он заболел. Либо это неспецифические симптомы, поскольку у печени нет нервных окончаний. Может быть просто слабость, утомляемость, сонливость, недомогание. Гепатит сейчас помолодел? Какой средний портрет пациента, который к вам приходит? На сегодняшний день это возраст от 40 лет и старше. А как лечим заболевание? Я знаю, что есть, например, антиретровирусные препараты, но до этого же тоже какой-то идет комплекс процедур. Да, абсолютно верно. По гепатиту С на сегодняшний день существуют очень эффективные препараты прямого действия, которые проникают непосредственно в сам вирус и полностью убивают его. А по Б-гепатиту, к сожалению, препараты только сдерживают его размножение. Они переводят его из активной фазы в неактивную. Тем не менее, есть же такая мера профилактики, как прививки, если я не ошибаюсь, потому что их в определенном возрасте ставят обязательно.
Да, как бы профилактику делят на специфическую и неспецифическую. Как раз-таки к специфической относится вакцинация. И против гепатита Б достаточно эффективная вакцина, которая вводится всем новорожденным трехкратно. И затем далее по календарю вот эта вакцина позволила, так скажем, нам справиться с острой инфекцией. Последние годы мы не встречаемся с острыми вирусными гепатитами Б фактически совсем. Вот. А по гепатиту С в силу строения вируса вакцины нет. А как тогда проходит терапия, насколько она эффективна? Терапия по гепатиту С эффективна фактически на 90%, 100%. Мы пациенту фактически с первой встречи обещаем выздоровление. То есть получается, что в современных реалиях гепатит – это далеко не приговор? Да, абсолютно верно. Елена Михайловна, а вот в последнее время говорят еще очень много о гепатите дельта. Это что за заболевание и как его отличить от других? Вирус гепатита дельта – это отдельный вид вируса. Он имеет неправильную структуру и в организме как самостоятельная единица жить не может. Он также, передаваясь кровоконтактными путями, прицепляется к поверхностной оболочке вируса гепатита Б и, пользуясь его структурой, пользуясь его белками, начинает абсолютно агрессивный процесс. Это один из самых коварных видов вируса, который достаточно быстро прогрессирует по своему течению, достаточно быстро доводит печень до стадии цирроза. И, к сожалению, эффективного лечения вплоть до вывода вируса из организма пока нет. Ну, наверное, какие-то работы. Но вообще, да, новые лекарственные препараты приходят в медицинскую практику. На сегодняшний день это препарат буливертид. Я предлагаю затронуть еще тему тех, кто проходит лечение. Вот, например, у нас есть же центр по борьбе со СПИД в республике, и там при этом центре существует стационар. Вот как проходит лечение для больных гепатитом? С января 2024 года наши врачи дневного стационара начали проводить противовирусную терапию пациентам с хроническим вирусом гепатита С. Данный курс проходит 2-3 месяца у пациентов. И у пациентов с хроническим вирусом гепатитом дельта данный курс лечения проходит в течение года, и далее по показаниям он может удлиняться. Давайте тогда затронем еще болезни, которые существуют, связанные с печенью, раз уж сейчас у нас в республике идет неделя профилактики заболеваний. Цирроз разве можно получить только путем гепатита? Ведь, по-моему, есть еще другие пути, когда человек заболевает. Да, циррозы, конечно, они имеют разную причину. Причина номер один – это все-таки вирусы гепатитов. Причина номер два – это вот как раз ожирение печени, то, что я вам говорила, не алкогольная болезнь печени. Третья причина – это алкогольный цирроз. И четвертая причина – иногда бывает, что печень, поскольку она задействована в большом круге кровообращения, из-за хронических заболеваний сердца тоже может переходить в стадию цирроза. Вот, кстати, печень, по-моему, неспроста называют вторым сердцем в организме человека, настолько важную функцию она выполняет. Да. Это орган, который может самовосстанавливаться, и если мы убираем причину, то, естественно, она наращивает новые клетки, и если процесс не запущен, то в течение 6 месяцев мы можем получить фактически новый орган. А если вы вот говорите о жировой прослойке, это значит, что заболевший орган, он сверху покрыт или клетки, замененные липидами, получается? Он находится, вот эти липидные клетки, они находятся прямо внутри органа, то есть они замещают нормальную ткань печени. Давайте тогда поговорим о мерах профилактики, что необходимо соблюдать для того, чтобы сохранить свой организм здоровым. О вакцинации мы уже с вами сказали, а так каждый человек должен индивидуально заботиться о себе, заботиться о своем здоровье. Поэтому, конечно, это личная гигиена в первую очередь, это избежание каких-то кровоконтактных ситуаций,
Если вы пришли в салон косметологической индустрии, в тату-салон, обязательно нужно обратить внимание на то, как соблюдаются санитарные правила в данном учреждении, и обязательно использование одноразового инструмента в данном случае. Ну и, конечно, касаемо половой жизни, у молодого человека, у девушки обязательно должен быть один половой партнер. И средства защиты при половом акте тоже обязательно должны быть. Елена Михайловна, а вот если мы говорим о мероприятиях, которые проходят в рамках недели заболеваний. Неделя стартовала вчера, что уже успели провести и какие мероприятия еще есть в плане? В плане это выступления в различных средствах массовой информации. Потом будут проводиться акции обязательно, где будет проводиться консультативная помощь на площадях города, где будут обследования на маркеры вирусных гепатитов, на ВИЧ-инфекцию методом экспресс-тестирования. И как раз я бы хотела обратиться к населению, поскольку скрининговые анализы на маркеры гепатитов, на ВИЧ, на заболевания, передающиеся половым путем, не входят в обязательные. Поэтому желательно, чтобы каждый проходил для себя обследование один раз в год на данные исследования. То есть я правильно вас понимаю, в рамках диспансеризации? В рамках диспансеризации эти анализы не всегда проходят пациенты. Соответственно, тогда надо приходить либо к вам по адресу, напомните адрес. Да, конечно. Город Якутск, Стадухина, 81, корпус 8. Вы можете обратиться в регистратуру и на добровольной основе сдать у нас анализы на ВИЧ и на маркеры вирусных гепатитов. Ну и самое главное, что все эти результаты потом граждане получают анонимно. Да, конечно. Ну, тогда, значит, что? Мы проходим профилактические осмотры, не забываем сдавать тесты и, конечно, беречь свое здоровье. Елена Михайловна, я благодарю вас, что нашли для нас сегодня время, поделились полезной информацией. Я думаю, что многие для себя сделают необходимые выводы. Благодарю вас тоже. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.